Последние секунды. Давай, давай, давай. Время уже 3:30. Всем премьера. Я вот шлифую до последнего. 2 бессонных ночи. По 4 часа спал. Ну, в принципе, и не хочется спать. Такое вот, как бы вот... Очень интересное чувство. Я прям спать не могу, просыпаюсь, и мне не терпится доделать. Вот оно повисло 100%. Я сейчас прям это... Ох. Сегодня очень-очень интересный день у меня. Все. Проверяем. Ну, все идет, запускается. 1:19. Все, ладно, не буду спойлерить. Прикиньте, косяк. Забыл удалить одну дорожку звуковую. В самом начале. Ё-моё. Надо ж так. Сейчас заново запустим. Вот тут маленький вот этот кусочек. Старый. Хорошо, вот не совсем впритык сделал, проверил. А то, конечно, косячок, там прям, ну, звук, 2 дорожки рядом лежат разные, и вот звук наложился. В самом начале прям так неприятненько. Ну ладно. 0%. Поехали заново. Не, так-то у меня файл готовый есть, я его еще раньше сделал, но просто я уже очень много отшлифовал, там что-то перезаписал, переозвучил, там исправил, ну, то есть много доработал за эти вот 2 суток сейчас, ну, оптимизировал. Так-то, конечно, если совсем вот беда, что-то не получилось, то я бы, конечно, с тем файлом пришлось бы сегодня на показ идти, но не хочется, хочется, чтобы максимально было, насколько это возможно, хорошо все. Вот почему ничего нельзя делать впритык, как я обычно люблю это делать. Вот, получается, обнаружил ошибку, времени осталось мало. Запустил заново видео компилироваться, оно мне выдало ошибку там в середине компиляции, через час. Я не понял, что, ну, стал разбираться, что за ошибка, исправил, запустил опять, оно опять мне ошибку на этом же файле, только уже на другой стал ругаться. Я в итоге файл удалил, заново перегрузил, потом нашел еще подобный файл, который может мне ругнуться, он в самом конце. Осталось, вот, ну, сейчас мне пишет 1:42, если ошибок не будет, и время уже 5 часов почти, 16:49. То есть, а мне бы там к 6 там, с копейками уже привести файл, чтобы его загрузили, там, запустить, в общем. Я также, на самом деле, диплом сдавал, все впритык, но зато сдал с отличием. Так что посмотрим, как получится сегодня. Ну что, держим кулачки, 99%. Заканчивается, 17:58, почти 6 часов. Не могу с вами этим не поделиться, конечно. Так, немножко стрессанул. Ну, у меня так всегда все впритык. Это уже не знаю, можно ли это поменять, нельзя. Друзья, вас приветствую в городе Якутске. Сегодня у нас 13 марта. И как, может быть, некоторые из вас уже догадались, сегодня долгожданное завершение моей долгой работы. Почти полгода у меня ушло на то, чтобы сделать фильм. И сегодня у меня премьера в Доме дружбы народов имени Кулаковского на большом экране в кинотеатре. К сожалению, мы не могли позвать всех желающих, поэтому я вот не афишировал на ютубе, количество мест ограничено, но сделал пост в инстаграме, так что вот кто на меня подписан в инстаграме, должны были знать, что сегодня будет премьера, надеюсь, придут. Ну а на ютубе уже для всех остальных зрителей, я думаю, что выпущу в эту пятницу. Сейчас немножко еще, ну, все-таки я посижу, подорабатываю, поидеализирую все это, вот, пообтачиваю, скажем так. И вот уже, надеюсь, все остальные смогут оценить то, что я сделал. Надеюсь, вам понравится. И у меня, напомню, просьба поддержать этот фильм для того, чтобы попасть в рекомендации YouTube. То есть надо, чтобы в первый вот день, там пятница, суббота, было хорошее количество просмотров, комментариев, лайков. Ну, комментарий можно даже просто плюсик поставить или там какой-нибудь значок, да и все. Если понравится. Если не понравится, то не надо ничего поддерживать. Только в случае, если вы действительно оцените мой фильм, то прошу его поддержать. Для меня это правда важно, чтобы вот моя полугодовая работа не прошла для ютуба впустую. Хотелось бы, чтобы его увидели как можно больше зрителей. Вот, так что ждем премьеры, скоро всех увидим на ютубе. 6:30. Сейчас мчу быстрее. Все, пожелайте мне удачи. Поснимаю чуть-чуть. Здравствуйте, друзья. А где это? Зал где? Вот тут он, за этим. Так, вот у нас Александр будет нашим сегодня техническим специалистом, который поможет нам сделать так, чтобы все было успешно. Ну вот он, вот этот вот. Ой-ой, кочевники дают океан, да. Ну вот он, да, такой 1:20 получился. Звук у вас тут все, да? Это все. И вот зал.
А оно сверху тоже обрезает или только нижнюю часть обрезает? А, нижнюю, наверное, только. Потому что верхняя вроде нормально, да, я снизу. Я потом в итоге еще все надписи поднимал вверх, чтобы тут тоже, я вспомнил про этот последний момент. Русский брус. Из этого будет состоять фундамент панели под низ. Сложенный. И вот мне тяжело было еще уровень звука выровнять, ну, под кинотеатр. Я, можно сказать, интуитивно, наугад пытался музыку погромче, потише там. Тут. Все нормально. Ну ладно, да. Все, отлично. Все, Александр, спасибо большое. Большинство ваших проблем... Ну, мы отмашку дадим, да, тогда это самое. Так, Все нормально, я так сейчас стрясанул, а? Александр Павлович. Да. Там говорил. Два, ага. Здравствуйте. А, это трейлер. Спасибо. А на Ютубе? Через неделю. А где кочевник? Еще нет его, еще не пришел, да. Ой, аж камера работает. Поздравляю с выходом вашей. Да, спасибо. Такая длительная работа же, да? Вы так долго Полгода, ждали? с октября, да. Я все время спрашивала у кочевника, даже фильм будет. Но я для ютуба еще поработаю над ним, недельку еще посижу. Вон, друзья мои, Санек, проходите, рад видеть вас. Дорогие друзья, в прошлом году Якутское отделение Российского союза спасателей при поддержке Русского географического общества сделало интересную, необычную экспедицию. На надувном катамаране вот впервые в мире мы добрались до острова Большой Ляховский, одного из новосибирских островов. Целью экспедиции было вот поднять интерес людей к Арктике, к его современному состоянию. И мы хотели заложить начало для комплексного системного изучения острова Венето. Это остров самый северный участок нашей республики. Он был открыт в 1881 году американской экспедицией Делонга. И вы сейчас знаете, у нас отношения с Америкой не очень хорошие. И там есть сенаторы, которые претендуют на этот остров. И мы хотели там поставить якутский домик, балаган, который приспособлен для суровых условий. И его можно построить без помощи подъемного крана. Здесь на линии работал катамаран кочевник под управлением Дергуна Павлова. С ним очень быстро нашли общий язык. И когда мы готовились к экспедиции, на нас смотрели как на сумасшедших. Потому что на надувном судне ехать в Ледовитый океан, конечно, кажется очень неразумно. Но тем не менее риск, конечно, был, но он рассчитанный, потому что мы знали, что льдов не будет. И команду надо было подобрать, тех ребят, которые могут сутками находиться на шатком таком судне, не видеть земли по много дней. Но такие ребята у нас есть в Якутии. Я знал, что в службе спасения ребята, которых я и раньше сам на работу принимал. Отбор очень жесткий был, очень... я знал, что пойдут ребята, несмотря на все риски. А наши ребята, как сказали, на остров Венето, все шаг вперед сделали. И разрешите мне представить, ребят, рядом со мной стоит Серафим, очень отчаянный человек, веселый. Родился в Карлице Кобельского улуса, можно сказать, водная стихия. Нас он очень удивил, когда несколько дней горизонта не видели, он спал, свободный от вахты, и во сне смеялся, настолько он расслабленный был.
Вот дальше стоит Валерий Андрусов, тоже универсальный спасатель второго класса, спортсмен, окончил Российскую академию госслужбы, но тем не менее по велению души и сердца работает очень отличным спасателем. Дальше Батыр Сейдалов, это вообще универсальный боец, открытый, честный, ну, с такими можно в огонь и в воду. Тит Алексеев, тоже очень немногословный, золотые руки, поет очень душевно. Ну, с такой командой можно идти на край света. Нюргуна Павлова, вот капитан, я знал его как оператора вот, «Охоты и рыбалка», есть популярная передача. Очень такой полевой человек, в быту совсем неприхотлив, суровая внешность, но с душой поэта. Отличная команда. А не знал только Игоря Ермакова, но случайно увидел передачу, его программу про мой родной Сангар и про шахтерский поселок. Он так рассказал, хорошо, мне понравилось. Я думаю, мы сработаемся, потом встретились, переговорили и действительно сработали. Он готовил этот фильм. В 2016 году мы делали экспедицию, и там около 20 человек работало над фильмом. А сейчас он был и оператором, и звукорежиссером, монтажером. Не знаю, как он до этого дошел. Скажи пару слов. Да, спасибо всем, что вы сегодня пришли. Для меня сегодня очень такой важный день. Спасибо, Николай Александрович, вам, что вы приняли меня, и ребятам, что в команду приняли. Спасибо, Нюргун, что посоветовал тоже меня, что справлюсь. Когда меня пригласили в эту экспедицию, мне сказали, что надо снять фильм. Николай Александрович говорит, вот снимешь фильм, и показал мне фильм «Великий Северный путь». А я когда приехал в Якутию, я даже снимать не умел и монтировать. То есть тут начал на ютубе канал, начал здесь учиться снимать, монтировать. В общем, я посмотрел на этот фильм, говорю, Николай Александрович, ну что, это же какая-то великая работа, там куча людей работала. Говорит, ну, надо к этому стремиться. Ну и, собственно, я решил подумать об этом позже, когда вернемся. В октябре я вот сел за фильм, то есть в сентябре я немножко оклемался. И, собственно, с октября я вот его долго делал один, и наконец-то сегодня завершилась моя долгая работа. И вот вы первый зритель, кто его увидит. И мне будет очень важно, если вам этот фильм понравится. Я очень надеюсь, что по завершению данного кино у вас у каждого будет ощущение, что вы вместе с нами проделали весь этот путь и получили те же самые эмоции. Давайте всем приятного просмотра и большое спасибо тем людям, спонсорам, партнерам, которые поддержали нас в этом нелегком деле. И мы еще планируем продолжить. Спасибо. Сами тоже смотрим первый раз. Далеко на краю света, на самом севере царства вечной мерзлоты, омываемые водами ледовитого океана, нашли себе приют неизведанные земли, по которым редко ступает нога человека. Ночью волной оторвала лодку, и мы заметили ее отсутствие уже в момент, когда она скрылась за горизонтом. Развернулись и пошли обратно по своему следу. На наше везение ее не сильно сбила с траектории движения катамарана, и через час мы снова шли в направлении материка. Первый фильм сразу Оскар, да? Николай Александрович! Я растерялся немножко. Оскар, уже Оскар получил.
Молодцы. Да, классно! Сюда смотри. Пап. Сейчас мне нужно быстренько туда. Игорь, я вот тебя уже как-то поздравил, когда ты мне пригласительный дал. Конечно, все очень волнуемся. Ты очень волновался. Полгода ты делал кино. Поздравляю с премьерой. Всем очень понравилось. У нас мурашка. Классно! Ну давай. Анечка, Селфи можно с вами сделать? Селфи. Отлично вообще. Спасибо. Ну что, премьера прошла хорошо. Спасибо всем, кто был. Спасибо всем, кто оставил положительный отзыв там на месте, кто написал моим друзьям, мне переслали. Было очень приятно и тепло читать положительные такие оценки. Вот, рад, что понравилось. И вот я так понял, что моя задумка, эффект присутствия удалась. Ну, насколько я понял, вот обратную реакцию зрителей в зале. Ну, конечно, большой экран это делает гораздо эффективней. Поэтому еще раз всем рекомендую посмотреть фильм, когда выйдет на большом экране по возможности. Ну, хотя бы там на мониторе, не на телефоне. Тогда будет максимальный эффект присутствия. И, ну, смотреть внимательно, ну, не отвлекаясь, не между делом. Так вы, ну, наверное, не смогу я вам так передать то, что хочу передать. А вот как вы обычно фильмы смотрите, да? Ложитесь там, выключаете свет и там садитесь и смотрите внимательно. Вот также отнестись к моей работе, тогда будет максимальный эффект. Все, скоро. Ждите.